Город Ульяновск до 1924 года назывался Симбирском. Считается, что название Симбирск происходит от имени булгарского князя Сембер, а булгары, как мы знаем, являются одними из предков татар. Официально город основан по указу царя Алексея Михайловича в 1648 году как крепость для защиты восточных границ Русского царства. Симбирск расположен на холмистой равнине. Иногда его называют городом на 7 холмах и 7 ветрах. Найти безветренное место в Симбирске очень сложно. Крым. Считается, что данное название возникло от старотатарского слова «крым», что значит «укрепление, окоп». С античных времен полуостров Крым имел множество наименований – Таврида, Таврика, Таврия. Современное название Крым стало широко использоваться только после XIII века, когда на полуострове была организована резиденция наместника хана Золотой Орды. Именно в Крыму в 1303 году был создан знаменитый кодекс Куманикус, который считается древнейшим памятником крымско-татарского языка. В рукописи представлена самая ранняя в истории коллекция из 47 тюркских загадок. Свое название огромное озеро, расположенное в Сибири, получило благодаря своим качествам – Байкуль, что в переводе с татарского означает «богатое озеро». Действительно, озеро Байкал богато чистейшей водой, а еще в нем имеется более 2600 видов и разновидностей животных и водных растений. В озеро Байкал впадают 336 рек и ручьев, а вытекает лишь одна большая река Ангара. Вода в озере Байкал настолько чистая и прозрачная, что можно разглядеть дно на глубине до 40 метров. Даже воды Альпийских озер уступают в прозрачности байкальской воде. В каждом уголке нашей Родины, да и по всему миру, можно найти следы наших предков. Важно лишь увидеть, услышать и познать. Ассаляму алейкум.